В московском метро появился новый именной поезд «Мой маршак». Таким образом, решили отметить 130-летний юбилей поэта. Курсирует состав по Арбатской Покровской линии. Затея это для московского метро не первая. В последнее время здесь вообще много внимания уделяют тому, чтобы пассажиры не только быстро добирались из точки А в точку Б, но и по пути узнали что-то интересное. Проект «Музыка в метро» так и вовсе уже нашел свою публику. Люди, заслушавшись, подчас забывают, куда ехали и зачем. Юлия Богоманшина о культурном феномене столичной подземки. В ожидании старта состав «Мой маршак» замер на перроне. Каждый вагон как выставочный зал. Есть театральный, там про маршака-драматурга. Следующий – английский. Писатель и сам учился в Лондоне и переводил потом Шекспира и Байрона. Есть, конечно же, и детский вагон, где все его знаменитые стихи. Ищет пожарные, ищет милиция, ищет фотографы нашей столицы. Ищут давно, но не могут найти парня какого-то лет 20. Вот насколько это все осталось с детства и до сих пор у меня вызывает восторг. А еще усатый-полосатый дама сдавала в багаж или гимн почтальонам, утомленным, запыленным, с толстой сумкой на ремне. Вагон метро как открытая распахнутая книга. Заходи, читай, и никаких гаджетов не надо. Певица и актриса Эльмира Калимуллина, одна из первых пассажирок необычного поезда, так и делает. Вот такой рассеянный с улицы бассейны. Это что за остановка? Балагое или Павловка? А с платформы говорят, это город Ленинград. А потом под стук колес дети читают маршака, а первые пассажиры-счастливчики слушают рассказы тех, кто знал поэта лично. Художник Владимир Соколов – сын одного из знаменитых укрыниксов, сотрудничавших с маршаком. Жили, говорит, в одном доме, ходили на чай с конфетами. Он удивительный, добротный человек был. И моя бабушка водила нас, детей, к нему. Мы всегда приходили, он нам читал стихи. Вообще, каких только именных и тематических поездов москвичи в последние годы не видели. И «Красная стрела» летала, и полосатые рейсы, акварели, поезд Победы, и состав, посвященный грядущему чемпионату мира по футболу. Есть, правда, одна опасность в таких поездах. Было такое, что я проехала остановку, когда была в вагоне, посвященному советскому кинематографу. И во-первых, ты узнаешь новую информацию. Во-вторых, ты начинаешь разглядывать, вспоминать эти эмоции, которые ты ощущал в детстве. Послушать Шопена, взглянуть на шедевры живописи, почитать маршака. Для этого, оказывается, достаточно просто спуститься в метро.